Мы продолжаем прямой эфир на телеканале БСТ. Такая вот информация есть. За последние пару месяцев от нескольких своих знакомых точно слышала, что теперь можно снять наличные на автозаправке. Слышали ли вы об этом? То есть приезжаешь заправиться, оплачиваешь бензин, заодно и деньги снимаешь. Ну, если тебе, конечно, это нужно. Очень, по-моему, удобная такая штука. Подробнее об этой возможности нам расскажет эксперт отдела платежных систем и расчетов отделения Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Елена Лобанова. Елена Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Что это за такая система новая, что это за сервис? Называется он, если я не ошибаюсь, исправьте меня, «Наличные на кассе». Правильно, Все да? верно. Как это работает? Сервис «Наличные на кассе» позволяет снять наличные с банковской карты, со своей банковской карты, не в банках, не в банкоматах, а на кассе торговой точки. Чаще всего это магазины или автозаправочные станции. Но просто прийти и снять деньги с банковской карты не получится. Обязательным условием является приобретение товара, стоимость которого не имеет значения, и оплата товара банковской картой. Жвачку можно купить, оплатить товар банковской картой и снять деньги в наличные, то есть прям там на кассе, Совершенно не отходя верно. от кассы, как говорится. Вот в любом магазине, на любой заправке это можно сделать в Башкортостане. А сервис «Наличные на кассе» реализован не везде. И чтобы понять, как он развивается, я кратко расскажу смысл этого сервиса. Существует такое понятие «финансовая доступность». Возможность человека получить элементарный набор финансовых услуг. Либо это различные переводы и платежи, снятие денег с банковской карты, страхование, кредитование. И уровень финансовой доступности, он высокий в городах. Значение его значительно снижается за пределами городских и районных центров. Очень много населенных пунктов, в которых отсутствует подразделение банков, и уровень финансовой доступности, соответственно, в них не так высок. Такая тенденция существует по всей России. В 95% населенных пунктах сельской местности подразделений банка просто нет. А существуют еще и населенные пункты, в которых нет и банкоматов. У нас на территории республики 2/3 количества банкоматов сконцентрировано в 9 городских округах. В муниципальных районах приходится оставшаяся 1/3 часть. И где снять человеку деньги, если в населенном пункте нет ни банков, ни банкоматов? Приходится обращаться в соседний населенный пункт, село, районный центр, что очень неудобно для человека. И наша задача заключается в том, чтобы повысить уровень финансовой доступности, в частности, предоставить возможность человеку снять наличные с банковской карты на кассе магазинов, учитывая, что продуктовые магазины есть практически в каждом населенном пункте. Ну а если вам вдруг понадобились наличные, когда вы находитесь в пути, на трассе, то на помощь к вам придут автозаправочные станции, которые подключили данный сервис. То есть это все официально, этого бояться, естественно, не нужно. Но вот как я могу понять, что вот в этом магазине я могу снять деньги, вот на этой заправке я тоже могу снять деньги? Как правило, торговые точки, которые подключили данный сервис, они развешивают информационные наклейки или таблички на кассах. Если вы их не нашли, просто спросите у сотрудника торговой точки, можно ли здесь снять наличные со своей банковской картой. И если да, вам предстоит всего несколько шагов. Во-первых, перед покупкой товара предупредите кассира, что хотите снять наличные. Как правило, не более 5000 рублей за один день с одной карты. Затем кассир добавляет вам желаемую вам сумму в чек. Вы оплачиваете, как обычно, товар банковской карты, прикладывая его к терминалу. Карту к терминалу прикладываете, кассир пробивает вам чек, выдает на руки и наличные вместе с чеком. Так, я поняла. Вот с любой карты любого банка можно снять, да? С кредитки тоже можно снять? С дебетовой карты могу сказать однозначно, что вы можете с любого банка снять, с кредитки. Если условия вашего договора с банком позволяют, но для этого необходимо вам уточнить у вашего банка, который выпустил карту, позволяют ли условия для снятия наличных денег с кредитной карты.
И такие же условия необходимо уточнять в банках, выпустивших ваши карт, по вопросу комиссии. Сама комиссия торговая может быть точка, еще, да? она комиссию не взимает за снятие наличных с банковской карты, но комиссию может снять банк, который выпустил вашу карту. Мгм. А сервис давно работает этот? Сервис на территории Республики Башкортостан, вот финансовая доступность конкретно, мы занимаемся с 2018 года. Серьезно? Так я только вот буквально в последнее время начала слышать, что есть такая возможность. Я думала, вы только недавно Нет, у нас распространять сначала начали. было в проекте пилотные муниципальные районы, сейчас наш проект распространился на все муниципальные образования. Во всех районах Республики Башкортостан точно есть магазины, точно есть заправки, которые могут выдать деньги на кассе. Но я надеюсь, что везде есть. Мгм. Так, значит, Но, к сожалению, не в каждом населенном пункте. но это же пока. Пока. Мы же только надеемся. начинаем. А вот в процентном соотношении можете сказать? Вот на сегодняшний день у нас подключено к сервису наличной на кассе. Кстати, я еще хотела сказать, если вы услышите термин «наличная с покупкой», его еще иногда называют, потому что обязательным условием является покупка товара, реализовано в более 1300 торговых точках. Причем из них чуть больше 1000 магазинов, а остальные автозаправочные станции. Сервис реализован в 300 населенных пунктов всех районов Республики Башкортостан. И интерес к данному сервису растет. Для сравнения, за прошлый год у нас сервис наличной на кассе оказывали только 600 торговых точек в 250 населенных пунктах. Сейчас около 300 населенных 300, пунктов, да. около 1300, да, вы сказали? 2 раза. Торговых точек. Но удобство для жителей Башкортостана очевидно. А в чем интерес магазинов, заправочных станций? Как бы скажем, торговые точки – это не обязанность подключить сервис наличной на кассе, они имеют право. И если торговая точка решилась к подключению, то она выполняет функцию банковского платежного агента. В первую очередь для торговых точек это привлечение клиентов, ну и, соответственно, повышение выручки. С другой стороны, уменьшение наличных в кассе ведет к уменьшению инкассации. Хочу отметить, что некоторые кредитные организации предоставляют своим торговым точкам, которые обслуживаются у них, определенные льготы, такие как снижение комиссии эквайринга и выплата вознаграждения за проводимые операции по снятию наличных с банковской карты. Давайте подытожим. Сервис наличный на кассе. Какие условия нужно соблюсти, чтобы снять деньги на кассе магазина или заправочной станции? Я вот прямо загибаю палец. Торговая точка должна подключена быть к сервису наличной на кассе. Необходимо приобретение покупки однозначно. Перед покупкой... На любую сумму покупка, напомним? Нет. Товар, товар на именно. любую сумму, его цена не имеет значения совершенно. Снять можно не более 5000 рублей с одной карты в день ограничения. Перед покупкой предупредить продавца, что вы хотите снять наличные, оплатить товар с банковской картой и получить на руки. Сервис работает с 2018 года. Все для нашего с вами удобства. Слушайте, это было очень полезно. Дальше больше, мне кажется, и после эфира многие торговые точки захотят присоединиться, и их будет больше, и населенных пунктов в Республике Башкортостан охвачено будет больше. Спасибо вам огромное. Вместе с нами была сегодня Елена Лобанова, эксперт отдела платежных систем и расчетов, отделения Национального банка по Республике Башкортостан, Банка России. Вам хорошего продолжения этого дня. Всегда с вами супер важные темы обсуждаем. Спасибо большое. Вам тоже хорошего дня.